На 2 дні жыццё гэтых хлопчыкаў і дзяўчынак перайшло ў палявы рэжым. Палатачны лагер, песні ля вогнішча і шматлікія спаборніцтвы. Больш за 160 хлопчыкаў і дзяўчынак аб'яднала ваенна-патрыятычная гульня «Арлёнак». Падлеткі кажуць, незвычайныя умовы не пужаюць, наадварот, задаюць неабходны настрой. Для меня, в принципе, все здесь интересно. Ну, вот эта вот вся постановка, как, лагерь вот этот разбит. Вот. Ну, я думаю, что будут очень интересные конкурсы, как мне рассказывали. Вот, как бы, мои друзья, которые уже участвовали, они говорят, что, очень интересно, там много впечатлений и запоминаний. Я считаю, что каждого человека эта военно-патриотическая игра учит, во-первых, дисциплине, потому что люди все разные, и очень тяжело привыкнуть к такому режиму. Также некоторым оно помогает при поступлении, например, девочки, мальчики, которые собираются в МЧС, в МВД, это тоже какая-то как основа для подготовки. Пераадолець паласу перашкод, прыцэльна трапіць у мішень і на час сабраць аўтамат. Ад персанальнага выніку кожнага і агульнай зладжанасці залежыць вынік каманды. Каб добра выступіць, трэба шмат трэніравацца. С нашей командой мы тренировались, с нашим тренером. Мы маршировали и разучивали песни. Наш тренер учил нас преодолевать препятствия, такие как стена. Мы работали с представителями МЧС города Малориты. Принимаю первый раз участие. Готовились мы уверенно. Настроение боевое. Готовы побеждать. Проявить командный дух, выжить в полевых условиях. Разам са спаборніцтвамі на фізічную падрыхтоўку конкурс строя і песні. Марш! Гражданское патриотическое воспитание является основой государственной молодежной политики. Данные военно-патриотические игры на самом деле очень интересны для молодежи. Они с удовольствием их участвуют. Ведь чтобы сюда приехать, нужно еще победить в своих районных соревнованиях. И, скажем так, здесь собрались самые лучшие. У детей глаза горят, им это интересно, они рвутся в бой. Удзельнікі каманд прызнаюцца, вынікі не галоўнае. А самае важнае, што кожны з падлеткаў ужо атрымаў вялікую колькасць яркіх уражанняў і новых знаёмств. Евгения Мороз, Миколай Ковалёв, телерадиокомпания «Брест».